Гунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след в мировой истории. В кыргызской историографии сложилось несколько пренебрежительное отношение к устным преданиям и санджара. Историки сохранили еще с советских времен теоретическую целеустановку. Санджара – это не научно и не серьезно. Хотя, если подумать, откуда мы еще можем черпать историческую информацию о наших собственных предках? Наше же отношение к устным кыргызским санджара можно охарактеризовать как серьезное и очень даже уважительное. Мы считаем, что информация из санджара сообщает о реальных и действительных личностях и событиях, имевших место в далеком прошлом. Устные предания о гуннах и об их великом предводителе Атилле сохранились отчасти и у некоторых тюркских народов, предки которых совершили поход в Европу в ту эпоху великого переселения народов. У турков, казахов, татар, башкир и чувашей. Кыргызские сказители санджарачи развивали эту идею о гунском происхождении кыргызского народа и конкретных кыргызских племен. Наиболее известные из них, после которых остались записаны с их слов версии, это Үсё Инаджи, Абдул-Азиз Абдул-Карим, Талып Молдо. Филолог, кыргызовед Сапарбек Ниязов, историки Өскөн Осмонов, Табылды Акеров и Орозбек Айтымбет записали более полные версии сказаний о гунском переводе кыргызского этноса. Историки Олжабай Харатаев и Егемберди Маанаев определили родословные кыргызских племен, ведущих свое начало с древнего гунского периода истории. Коим они причислили Кыпчаков, Сабиров, Мундузов, Дюлёсов и других. Песенно-наигрышные версии древних сказаний о гунском периоде кыргызского этноса записаны известными музыкантами и коммузистами Нураком Абдрахмановым и Асаном Кайбылда-Уулу. Основа кыргызских устных сказаний составляет сюжет. Гунны являлись кыргызским народом, они совершали военные походы, начиная от Китая и заканчивая Римом. Они покорили много земель и народов, но они не были жестокосердными завоевателями. Напротив, они были справедливыми людьми, без никакой причины не накладывали наказаний. А имя их великого хана Атилла трансформировалось в слово Адилхан, Адилет, справедливость. И когда Атилла умер, почти все его подданные, как древние киргизы, так и покоренные народы в Азии и в Европе, искренне и горько оплакивали его кончину. И поэтому до сего времени сохранились многие плачи по Атиле, как у кыргызов, так и у немцев и скандинавов, а также и у других народов. Но только в кыргызских санджара тело усопшего героя увозят на его историческую родину, город Тенгиртоо, и хоронят в Исыкульской долине, ущелье Джууку. А такой перевозкой на быстроногом быке Шудункут руководит военный министр гуннов Каратөлөк из кыргызского племени Дюлёс. Никакая другая иноязычная легенда не повествует о том, что тело усопшего Атиллы увозят для захоронения в какие-либо другие края. Как отмечает в этой связи известный писатель Халян Сыдыкова, изучая европейские связи древнекиргизского языка, если народ Атиллы говорил на этом древнекиргизском языке, то почему мы не введем в кыргызскую историю Адил-Баатыра? До каких пор мы будем погружаться в болото манкуртизма? Атилла Баатыр, Бишкек, 2011. Вне всякого сомнения, кочевые народы, в первую очередь кыргызы, сохранили генетическую историческую информацию в устном виде, передавая сказания из уст в уста, от старшего поколения к младшему. И поэтому пренебрежительное отношение к санджара – это если не преступно, но все же глубоко непорядочно, некорректно и недобросовестно. Гунны-киргизы – наши далекие предки, прародители. Как известно, родителей не выбирают. Их почитают и уважают. А наше сегодняшнее уважение и почтение к нашим родителям-гуннам должно проявиться, во-первых, в их официальном, на государственном уровне признания нашими прародителями, предками. Во-вторых, в открытии в Кыргызстане музея гуннологии. И в-третьих, в установлении в Бишкеке памятника Атилле.